Привет! В эфире по-зимнему свежая и по-новогоднему яркая студия 11. Как и прежде, мы на волне позитива, чего и вам желаем. Мы подготовили вкусный телекоктейль для вас, так что давайте-ка его поскорее попробуем, а точнее посмотрим. Ватное искусство. Создаем игрушку из белоснежного материала. Парься с удовольствием. Чем удивить соседа по полоку? Еще раз о необходимом. Все о вакцинации. Новый год близко. Не пугая, просто напоминаю. Пора бы из кладовки елку достать, да коробку с игрушками. А если вы хотите обновить праздничные украшения или закупиться блестяшками и огоньками на славу, вот вам наводка от Алены Туркиной. Города и села щедро украшены уличными иллюминациями. На полках продуктовых все чаще появляются мандарины, а из каждого мимо проезжающего автомобиля звучит Фрэнк Синатра. Да, друзья, скоро Новый год, и встретить его нужно по-настоящему празднично. Прямо сейчас я нахожусь в магазине «Юнист Строй», и поверьте, в этих стенах к наступающему 2022-му готовы. Самый разнообразный декор, новогодние фигурки, гирлянды. Бродишь мимо всего этого великолепия, и настроение новогоднее как-то само собой появляется. Ах, аж елку украсить захотелось. Знаю, что у многих семей есть добрая традиция – каждый год праздничное дерево украшать новой игрушкой. Какую вы выберете на этот раз? Сияющую розовую или кристально-прозрачную? Но не только классическими шариками богат предновогодний Юнист Строй. Тут и снежинки на ниточках, и даже елочные украшения в виде животных северным краям несвойственных. Чем же еще украсить праздничный интерьер? Точно, свечами. Большие и маленькие в банках и подарочных упаковках. Красота! Ароматические свечи, кстати, сейчас в моде, как и диффузоры. А как они дорого пахнут, друзья, что называется, как в лучших французских парфюмерных домах. Пожалуй, возьму парочку на подарки. В свой мешок Дед Мороз может положить и посуду, и рамки для фотографий. В общем, что душе дедушкиной угодно. В любом случае, подарок получится стильным и, главное, полезным. А если вдруг вы решили провести новогодние каникулы с пользой и обновить, например, интерьер вашей квартиры, тогда побалуйте себя отделочными материалами. Плитку и обои здесь можно найти под любой стиль в интерьере. Потому, если вы в прошлую новогоднюю ночь загадали ремонт, а он так и не случился, самое время свое желание исполнить. Говорят, что не вещи создают новогоднее настроение. Может быть, но как все-таки декор по-хорошему обостряет ощущение праздника. Так что, друзья, радуйте себя и своих близких красивыми вещами. С наступающим вас Новым годом! Зима, что ни говори, красивое время года. Она рисует причудливые и неповторимые картины и в дикой природе, и в урбанистической среде. Перенесемся в город, сквозь который пролетают все метели Заполярья. Полюбуемся красавицей Воркутой. Ватные игрушки. Они появились в России одновременно с другими елочными украшениями в 19 веке. Это была альтернатива дорогим стеклянным шарам. Их изготавливали на продажу мастера в артелях, но их можно было смастерить и самим. Дамские журналы публиковали подробное описание, как это делается, а в магазинах продавались вырубные листы с изображениями лиц ангелов, детей, Дедов Морозов. Эти изображения можно было вырезать и приклеить на ватную игрушку, сделанную своими руками. И сейчас мы отправляемся в Ухтинский центр немецкой культуры, где моя коллега Виктория Науменко поучаствовала в мастер-классе по изготовлению интересной игрушки.
Ностальгия по советским временам сейчас все больше, скажем так, в тренде. И вот фразу «раньше было лучше» ее можно услышать даже от представителей молодого поколения. Расскажите, вот мягкая игрушка – это сейчас модно, по вашему мнению? О том, модно ли это увлечение или нет, я судить не могу. Но знаю точно, что посетители, которые посещают наши клубы, это из числа взрослых, детей, молодежи. Это очень нравится. И уже мы не первый год занимаемся, поэтому в этом году традиционно мы уже решили продлить эту работу и сделать персонажей именно немецких. По немецким сказкам, по немецкой культуре. Процесс изготовления мягкой игрушки, насколько он долгий, трудоемкий, сложный? Что вообще понадобится желающим изготовить такую игрушку? Что необходимо? Прежде всего, нужно иметь проволочку, из которой изготавливается каркас, вот такой в виде человеческого скелетика. Потом этот каркас оборачивается тканью специальной, не специальной, а не тканкой. Вот. И в дальнейшем, уже когда образ сформирован, мы куколку одеваем. Куколка это может быть девочкой, мальчиком, это может быть игрушка-зверюшка. Все зависит от необходимости работы, которую мы выполняем. В Центре немецкой культуры, где мы сейчас находимся, мягкие игрушки вы мастерите не к Новому году, а к Рождеству. Насколько мы знаем, кого мастерите сейчас? Что за персонаж? Сейчас мы мастерим девочку-ангела, которая с Николаусом приходит в каждую семью и дарит подарки послушным детям в первую очередь, а непослушным может положить в чулочек черный уголек, которым испачкает потом в дальнейшем, если дети будут совершать плохие поступки. Вот такой персонаж у нас получился. Он еще не доработан, потому что девочка-ангел, она в белом одеянии, и одеяние ее украшено золотом. Вот сегодня мы покажем этап работы украшения такого костюма. Вот такой рождественский ангел у нас получился буквально за 15 минут. И последний, шаг, который мы оформляем нашу куколку, это набрасываем вуаль. У нас есть традиция. Мы каждый год с друзьями ходим в баню. Помните эту известную фразу? Да, поход в баню – это целый обряд, и совершенно определенно его можно сделать необычным. Сейчас очень популярно слово «гаджет» – это приспособление, которое упрощает жизнь или добавляет в нее новые возможности. Так вот, есть определенные банные гаджеты, которые помогут вам разнообразить горячую процедуру. Розги изготавливаются из веточек ивы, собираются примерно вот в такие пучки. Длина сантиметров 40-50 достаточно будет. Закручивается вот такой вот бечевкой, обычной веревкой. Ива – дерево забирающее, еще его называют дерево-вампир. Оно забирает весь негатив, все плохое с человека. И примерно вот такими движениями. Очень важно, чтобы веничек падал под своим весом. Мы только задаем амплитуду, понимая, что человеку нужно, и спрашивая его о самочувствии. Начинается с ног и поднимаемся мы до головы. Гоним лимфу, гоним кровь, создаем вибрацию телу. Очень приятную, очень хорошую. При этом после пробивки человек чувствует себя очень хорошо. Это можно делать в парной в бане. А можно вот так вывести человека в комнату отдыха. В данном случае это сено. Лежит человек, отдыхает. Ему прохладно, ему хорошо, много свежего воздуха, приятный запах от сена. И плюс к этому идут приятные такие хорошие пробивки. Простукивание.
Еще один интересный инструмент, который мы применяем в бане, в парной, это веер. Любимая вещь девчонок. Это вот, да? Но здесь он несет немножко другую функцию. Мы размешиваем, он помогает нам размешать пар с теплым воздухом в парной и более качественно, более, так сказать, глубоко прогреть гостей или гостя. Несмотря на то, что скоро праздник, давайте не будем забывать о здоровье. Для того, чтобы встретить Новый год, можно сделать подарок для своего организма – пройти вакцинацию. По этой теме возникает много вопросов, и мы продолжаем давать ответы на самые популярные, которые задают жители нашей республики. После перенесенной инфекции COVID-19 поражение легких было 90% в ноябре 2020-го. Возникли проблемы с сосудами, поражение слухового нерва. У какого врача я могу взять медотвод от прививки? Делать боюсь, так как считаю, что это серьезно может сказаться на моем здоровье. Антитела 500. Если в данный момент вы проходите лечение у невролога или лора по поводу сосудов и слухового нерва, то определиться с показанием и противопоказанием к вакцинации помогут ваши лечащие доктора. Наличие антител в виде 500 не является противопоказанием к вакцинации. Тем временем мы подошли к середине выпуска. Продолжим сразу после короткого перерыва. Оставайтесь с нами. Друзья, это «Студия 11». Не переключайтесь, и тогда узнаете кое-что интересное. Возраст делу не помеха. Как рыбачить 81? Среди лучших Маршаковка покоряет интернет-просторы. Глазами соседей. Фильм о коме от коллег с Ямала. Мы живем в краю, где можно в буквальном смысле добыть себе еду. К примеру, пойти на рыбалку. Как только встанет более-менее крепкий лед, то на реках и озерах тут и там появляются рыбаки и рыбачки. Да, среди любителей подледного лова встречаются и дамы, причем некоторые весьма почтенного возраста. Вот на бабуля, ей нынче уже 81. 81? Тебе! 81. Ну, и опять снова на рыбалке. Ой, тротанчиков. Вот ей опять дома не сидится. Внук ее на рыбалку привез. Вот тротанчиков она столько уже надергала. Я не знаю, сколько надергала. Такие вот дела. Рыбачит хапуга. Раз, два, три, четыре. На 5 удочек сидит. Национальная детская библиотека Республики Коми имени Маршака награждена специальным призом жюри всероссийского конкурса «Лучшая страничка для детей в социальных сетях». Надо, в принципе, сказать, что библиотеки сильно изменились за последние годы и активно отвоевывают себе интернет-пространство. Маршаковка делает семимильные шаги в этом направлении. В чем секрет такого онлайн-успеха, сейчас узнаем. В студии 11 Марина Круглова, директор Национальной детской библиотеки имени Маршака. Марина Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот я поздравляю вас с таким призом. Спасибо. Это круто. Как вам удалось завоевать такой приз? Ну, приз заслуженный. И нам очень приятно, что наша работа была отмечена в сети, потому что на конкурс поступило 627 работ из 71 субъекта Российской Федерации. И то, что Российская государственная детская библиотека отметила нас спецпризом, для нас, конечно, большая честь. Марина Юрьевна, скажите, а давно вы развиваете свою интернет-площадку? Или вот только, может, недавно, первые шаги? Мы уже 8 лет развиваем интернет-площадку. У нас есть странички в Фейсбуке, в Инстаграме, но самая популярная – это открытая страничка ВКонтакте. Она у нас существует с 2012 года. В 2013 году это было 500 подписчиков, сейчас более 7 тысяч. Как отзываются читатели? Читатели отзываются очень положительно. Не секрет, что бывают некоторые шероховатости, но мы эти моменты, конечно, сразу прорабатываем. Самое важное, что страничка ВКонтакте – это отражение, такой виртуальный образ работы библиотеки офлайн. Такая связь читатель, да, и библиотека. Да, потому что вся наша работа библиотеки, она отражается в страничке ВКонтакте. Кто отвечает за контент, за наполнение?
– это командная работа. У нас каждый библиотекарь готовит новости, есть редактор, есть человек, который отвечает за технические вопросы, но вообще вот страничка ВКонтакте – это командная работа всей библиотеки. Марина Юрьевна, ну вы хоть и детская библиотека, да? Я знаю, что к вам заходят на страничку и взрослые, так это? Да, конечно, в первую очередь мы ориентированы на детей. Вся информация, которую мы размещаем на страничке ВКонтакте. Но не секрет, что родители детей интересуются, какие книги, какие интересные мероприятия просветительские подобрать своему ребенку. И вот именно для этого и существует наша страничка ВКонтакте, где вся информация разложена самым подробным образом, для того, чтобы привлечь и людей, и читателей, и семьи в нашу библиотеку и познакомить с нашими фондами и с нашими мероприятиями. Много ли у вас читателей онлайн вот в данный момент? Если вот судить по количеству подписчиков, 7 тысяч. Ну, это много, да? Да. Достаточно много. Наверное, все те, кому мы нужны, кому мы интересны. Но ведь наша задача главная, чтобы вот именно наша страничка привлекала внимание читателей, и они захотели прийти к нам вживую. Прийти в библиотеку, познакомиться с нами, записаться, стать читателем и брать наши книги, которых в Маршаковке огромное количество. Марина Юрьевна, ну и напоследок давайте ваши пожелания Республике Коми в честь столетия. Оно еще пока продолжается. Пользуясь случаем, я поздравляю всех жителей республики со столетним юбилеем республики. Я желаю всем как можно больше хороших книг, чтобы дети читали, чтобы был интерес к библиотекам. Приходите в библиотеки, там всегда происходит что-то интересное. Все в Маршаковку, друзья. Спасибо большое, Марина Юрьевна. Приятно, когда твоей республикой интересуются, ведь у нас много интересного. Чего только стоят столбы выветривания на плато Мань-Пупунер, которые считаются одним из 7 чудес России. Наши коллеги из соседнего региона сняли красивый и познавательный фильм о нашей республике. Давайте посмотрим отрывок. Коми-зыряне или просто коми – один из древнейших народов России. Его история уходит корнями во времена неолита, а это около 2000 лет до нашей эры. Сегодня коми проживают на севере России, на территории одноименной республики, в Ямало-Ненецком, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в Мурманской и Тюменской областях. В Ямало-Ненецком автономном округе живут около 6000 коми-зырян. Здесь они называют себя Изватас. Они пришли сюда в 19 веке в поисках мест, где можно пасти оленей. Многие из них до сих пор говорят на своем языке, носят национальную одежду и ведут традиционный образ жизни. Как сформировался народ коми? Чем они традиционно занимаются и на каком языке говорят? Какую одежду носили раньше и сейчас? Во что верят? Есть ли разница между коми-зырянами и коми-пермяками? В этом видео мы расскажем подробнее о древнем народе и постараемся найти ответы на все эти вопросы. По одной из версий, название коми произошло от названия реки Камы. Так именовали себя люди, поселившиеся вокруг этого водоема. Также они называли себя коми-морт, что означало коми-человек, или коми-войтер, что переводится как коми-народ. А вопрос о происхождении слова «зыряне» пока остается открытым. Его этимология все еще до конца не ясна, но принято считать, что это устаревшее русское название. Народ коми относится к финно-угорской этнической группе. Его численность составляет порядка 300 тысяч человек. Первые предки коми поселились вокруг рек Оки и Камы более 4000 лет назад. Примерно через 1000 лет после формирования началась миграция зырян. Долгое время они представляли собой отдельные племенные поселения, а из общего у них были только происхождение и язык. Исторически сложилось так, что коми-зыряне активно контактировали с соседствующими народами, от вепсов до обских угров, до марийцев, ненцев, славян, ханов и манси. Это оставило свой след, и черты разных народов можно найти в образе жизни, традициях, культуре и даже внешности коми-зырян. Новгородцы узнали о коми еще в XII веке. В XIV этот народ стал частью Руси, сначала присоединившись к Новгородской республике и только потом к Московскому государству. А в XX веке Коми-область была преобразована в автономную республику. В этом регионе 2 официальных языка – русский и коми. Народный язык преподают в школах, у него существует порядка 10 диалектов. Изначально у коми-зырян была руническая письменность – пассы. Позже она начала меняться, и до 17 века здесь пользовались собственной азбукой. А после этого произошел переход на кириллицу. Сейчас большинство коми-зырян православные, в том числе и старообрядцы. Обращение в христианство началось в XIV веке. До этого было распространено язычество, отголоски которого сохранились до наших дней.
Коми верили в очищающую силу стихий. Например, перед ловлей рыбы сеть держали над огнем, а каждому больному для выздоровления давали чистую воду. Также был широко распространен тотемизм. В тотемах изображали птиц и животных. Зыряне верили в то, что после смерти человек может переродиться в животное или наоборот. Почитались деревья, особенно ели и березы. Все березовые рощи считались священными. Традиционно северные коми занимаются рыболовством, охотой и оленеводством, которому научились у соседей ненцев, а южные – животноводством и земледелием. Нередко было так, что на поиски дичи часто отправлялись за сотни километров от дома. Зимой преодолеть такое расстояние непросто, поэтому здесь стали использовать лыжи. Считается, что именно предки коми изобрели первые в мире лыжи. Подтверждением этому стал осколок лыж, который археологи нашли на территории коми. По подсчетам специалистов, украшенному фигуркой лося фрагменту около 8000 лет. Интересуйтесь историей родной земли. Поверьте, у нас есть на что посмотреть. Готовьте подарки, ставьте елки, вешайте гирлянды, если вы этого еще не сделали. Создавайте себе новогоднее настроение. На этом все. До встречи. Пока.